Короче, знаете, видео попалось, где какая-то там чиновница из Абхазии на каком-то совещании говорит о том, что нам не нужны туристы, у которых 300 рублей в кармане. А нам нужны туристы, у которых есть деньги, потому что эти туристы ничего не купят на улице. Они будут вот сидеть на своих завтраках в отеле и стоять там типа по 2 часа в очереди за соком в отеле. И тут, друзья, если честно, я охренела. Угу, прикиньте, ну им не нужны вот такие вот туристы. А что вы сделали для того, чтобы люди, которые приехали, привыкли ездить в Турцию, в Египет, я не знаю, в Таиланд, на Мальдивы или еще куда-то, где все включено, где хорошие классные условия и так далее. Что вы сделали для того? Вы живете в какой-то Савдепе и застряли в 1970 году, 80-м. Человек, который привык ездить там в Египет, в Турцию там, или еще куда-то, он к вам не приедет, он не захочет спать на застиранных простынях, на продавленных матрасах и так далее, мыться холодной водой. Чем вы можете уже искушенного туриста-то удивить-то, собственно говоря, когда люди привыкли есть там всякие там заграничные фрукты, деликатесы, морепродукты и так далее. Задешево. Чем? Хачапури лодочкой их можно будет удивить. Ну, что смеяться, и то не везде вкусной чачей. Природа, что там природа красивая. Да у нас в России природа везде красивая. Вообще абсолютно везде. Если вот ехать именно ради природы, то, ну, можно, в общем-то, знаете, не выбирать Абхазию ради этого. Фрукты у нас дешевле, фрукты привозные, чем местные фрукты в Абхазии. Чем вы можете заманить к себе людей, у которых есть нормально денег? Правильно, ничем. Они вот реально, они договорятся, знаете, вот такие вот докидают фразы. К ним вообще ездить перестанут. Даже те, у кого 300 рублей в кармане. Просто обидятся и не поедут к ним. И будут они потом точно так же, блин, скулить, как они скулили зимой, когда их с мимозой перед 8 марта через границу не пропускали. У них эта мимоза там вяла прям в багажниках, в их фурах. Вот и все. Ну это вообще что? Нам такие туристы не нужны. Ну не нужны. Так вы за счет этих туристов живете потом целый год. За счет именно тех, у кого эти, вот как вы говорите, 300 рублей. Вообще бессовестные просто. Да, наши знакомые мне вчера увидели мое видео, позвонили, сказали, говорит, Натаха, ты прикинь, мы тоже, когда это видео увидели, мы, говорит, настолько разозлились, что мы, говорит, просто, у нас, говорит, были на август куплены билеты до Сочи, а оттуда, говорит, в Абхазию на 10 дней. Она говорит, мы, говорит, просто поменяли билеты на Суварнахуми на январь. Ну, Суварнахуми это Таиланд, Бангкок. Она говорит, не, нафиг. Она говорит, при таком раскладе, с таким, говорит, отношением, она говорит, еще как будто нам одолжение делают, что они нас пускают к себе в Абхазию. Она говорит, не, мы поедем к тайцам, которые рады, даже когда ты ему просто 10 бат на чай оставляешь. Вот и все. И вот реально люди свои деньги увезут, к сожалению, в другую страну, а не в Абхазию. Ну что, за что боролись, на то и напоролись. Знаете, возомнили себя непонятно кем. Знаете, царица полей кукуруза. Ну и пусть сидят. Сейчас, знаете, народ начал тоже брыкаться и кабениться, так сказать, потому что всех задолбало быть терпилами. Так что вот такие вот дела. Угу. У меня вот такое вот всегда это ежик плакал, кололся, но продолжал жрать кактус. Вот такие же вот целеустремленные люди, как вы, обычно хотят, допустим, купить BMW, Mercedes там или еще что-то, которое сейчас, ну, типа, якобы к нам возить нельзя, да, вот, но они готовы переплатить в 2-3 раза за эту тачку, чтобы какой-то кривой схемой ее сюда завести, и потом говорит, и че что запретили ввоз, у меня все равно бэха новенькая. Вот и вы из того же самого разряда. Нас бьют по щеке, мы другую подставляем. Ну, что ж поделаешь, пока существуют такие люди, как вы, к сожалению, с нами так и будут обращаться, как обращаются. И считать нас, знаете, непонятно за кого. Увы и ах. Увы и ах. Печально, на самом деле. Вы знаете, очень многие люди мне тут пишут, какие они там гостеприимные, добрые, отзывчивые и так далее. А вот если открыть мои отфильтрованные, я бы вам сюда прикрепила что-нибудь. Ну просто за такие слова, которые написаны там, мое видео просто заблокируют. Но поверьте, такого ужаса мне не писали даже счастливые жены и матери 5 ангелочков. Там такие вещи написаны, поэтому и не только в мой адрес, а в адрес нас всех, потенциальных туристов. Понимаете?
Вот если бы я могла бы вам показать, ну, к сожалению, я реально понимаю, что видос снесут за это. Там такое, и женщины пишут, и мужчины пишут. Вот лично для меня после этого это просто red flag. Никогда не ездила и не поеду. И да, кстати, моя мама в прошлом году была в Абхазии, и ей не понравилось. От слова совсем. При всем при том, что у меня мама вообще абсолютно не капризный и не придирчивый человек, в отличие от меня. Ну, то есть она не будет возмущаться, она легко приспосабливается под любые условия и так далее. И она сказала, что нет, это не вариант для отдыха. А самое смешное, это разговор вообще там начался с чего? С того, что российские туроператоры еще зимой выкупили у них вот эти вот брони на гостиницы. И теперь сейчас летом продают их дешевле, чем хотели бы продать сами абхазы. То есть, российские туроператоры купили зимой задешево, немножечко накинули, сейчас перепродают. А абхазы хотят содрать втридорога с российского туриста и продают сильно дороже. И, соответственно, у них никто не покупает, а покупает у российских туроператоров. Ну так туроператоры тоже не будут себе в ущерб, в убыток работать. Мы же все с вами это прекрасно понимаем, что они тоже должны с этого поиметь свой кэш. Соответственно, кто-то же им из их местных, этим туроператорам, зимой-то продал за 3 копейки это проживание. Почему об этом зимой-то никто не думал? Ну и самое, конечно, возмутительное, это то, что когда эта мадемуазель сидела и вещала на столь серьезные темы, все сидели, молчали и кивали головами. То есть, в общем-то, все сидели и ее поддерживали. Никто не начал с ней спорить, никто не начал говорить, что для нас каждый турист важен, и так далее, и так далее. Неважно, там, бедный он или богатый, на последние деньги он приехал сюда, или у него там, знаете, там, такая толстая котлета в кармане лежит, и так далее. Никто не спорил, все сидели и кивали одобрительно. Ну, то есть, как бы, вот такая вот фигня.